Рано или поздно такое заявление Русгидро должно было появиться. И оно появилось. Гендиректор российской компании, которая должна была строить на реке Нарын 5 новых гидроэлектростанций, пригрозил Кыргызстану судом, если наша страна не вернет потраченные инвесторам 37 миллионов долларов. Работаем над этой темой на всех уровнях. Через Министерство энергетики и по другим каналам. Если не удастся вернуть средства, будем судиться. В том числе с привлечением международного арбитража. То есть будем судиться с государством Кыргызстан. Соглашение, напомним, было расторгнуто как раз кыргызской стороной. С этим никто не спорит. В январе этого года денонсация договора была ратифицирована Жогорку Кеңешем, затем подписана президентом, и по условиям она вступила в силу через полгода, то есть в августе. И наше правительство автоматически стало должником Русгидро, которое заявило, что успело потратить в Кыргызстане 37,5 миллионов долларов. В Госкомэнерго говорят, что переговоры с российской компанией все еще продолжаются и надеются, что дело до суда не дойдет. В соответствии с соглашением, предусмотрено после денонсации, чтобы две стороны могли урегулировать вопрос путем проведения переговоров. Если эти переговоры не дадут должного результата, тогда сторона российская, она имеет право подать в суд. Поэтому мы, в принципе, мы готовы. Но так как это наш стратегический партнер, мы надеемся, что все-таки мы вопрос решим путем переговоров. За 2 года присутствия в Кыргызстане Русгидро действительно провела некоторые работы и потратила деньги на строительство вахтового поселка, на подготовку строительных площадок самих станций и бетонного завода. Но депутаты Жогорку Кеңеша засомневались, а не завышена ли сумма, заявленная российской компанией. Весной, кстати, они создали свою комиссию, которая заключила, что завышена, и даже предлагали для оценки всех трат инвестора привлечь независимых иностранных аудиторов. И на этом все закончилось. Никто никаких оценщиков не привлек, и о проблеме все забыли. Но не забыли об этом, похоже, только в компании Русгидро. Бизнес есть бизнес. Это уже не политика, это бизнес. А в бизнесе должно быть точность, особенно там, где есть деньги. Но сколько они истратили за это? 37 миллионов? Или меньше, или больше, еще неизвестно. Впрочем, эксперты говорят, если вопрос с компенсацией перерастет из экономического в политический, и его поднимут на высокий, так скажем, межгосударственный уровень, возможно, он решится без всяких финансовых последствий для нашей страны. Манас Ачгитов, Урмат Таханбекулу, НТС.